Собачий вопрос. Собачий вопрос и город Якутск. Давайте об этом поговорим. Сегодня это пример того, как искусственно создается, затягивается и замыливается проблема, которую можно было бы решить. Если вы сейчас подойдете к чиновнику, неважно, это муниципальный будет или республиканский, и скажете ему «решай собачий вопрос», он ответит, что не может этого сделать, потому что есть плохой закон, который написал плохой депутат Государственной Думы Владимир Бурматов. Это член партии «Единая Россия», что, в общем, неудивительно. Но у меня есть для вас неприятная новость. Дело в том, что проблема с бродячими собаками в городе Якутске появилась задолго до Бурматова и его плохого закона. И дело, в общем, вовсе не в этой бумажке. За время предвыборной кампании я провел около 200 встреч, и на каждой мне задавали вопрос о засилье в городе бродячих собак. В субботу я был в прямом эфире на канале «Россия», первый же звонок от телезрителя касался собак. Неоднократно этот вопрос поднимали в комментариях и вы, читатели моего блога. Надо признать, что ситуация назрела, тянуть больше нельзя. Это было сказано 26 марта 2012 года кандидатом на пост мэра города Якутска Айсеном Сергеевичем Николаевым, то есть за 8 лет до вступления в силу закона Бурматова. Что это означает? Что нам всегда что-то мешает. И это не обязательно плохая бумажка. То нехватка техники, то запрет на использование огнестрельного оружия, то некачественные тендеры по привлечению догхантеров. Бумага Бурматова, она просто усложнила ситуацию. Но проблемой собачий вопрос стал задолго до нее. Просто сегодня появилась универсальная отмазка. Но если ты мэр, ты отвечаешь за безопасность жителей своего города. И поэтому ты должен решать вопрос, исходя из тех возможностей, которыми ты обладаешь. И, на мой взгляд, существует несколько способов избавиться от собак в городе Якутске. Первое, что нужно сделать, это покончить с приписками. Потому что собак в городе много, но их гораздо меньше, чем в отчетах у чиновников. И сейчас я вам это докажу. В среднем за год городские власти рапортуют о том, что отлавливают до 4000 собак. В 2017 году это было 3899 собак, а в 2018 году 3956 собак. Если взять эти цифры на веру, то получается, что каждый день власти города отлавливают на территории Якутска 11 псов. Но это неправда. Не поступает каждый день в пункт передержки на Чеченко по 11 собак. Отсюда вывод – приписки. Что нам нужно, так это ужесточить контроль по заявкам населения. Понимаете, нам нужны не бумажные собачьи головы, не отчеты на бумаге о количестве пойманных собак. Нам нужно, чтобы де-факто исчезли стаи с территории города Якутска. Второй момент. Агрессивные собаки не должны возвращаться на улицы города Якутска. Сегодня действует система ОСВ – отлов, стерилизация, возврат. Но агрессивные собаки в эту систему не попадают. Их должны либо забирать в частные руки, либо они должны пожизненно содержаться в приюте. В городе Якутске такого приюта нет, и агрессивные псы возвращаются на улицу. Почему нет приюта? Потому что чиновники, которые отвечают за решение собачьего вопроса, насчитывают какие-то безумные миллионы на его создание и содержание. Смотрите сами. Согласно произведенным расчетам, на переоборудование имеющегося пункта передержки в приют на 800 животных необходимо порядка 46,6 миллионов рублей. Ежегодные затраты на содержание животных в приюте составят 192,1 миллионов рублей без учета пожизненного содержания агрессивных животных, говорится в официальном сообщении мэрии города Якутска. Если верить данным расчетам, то одно собачье место в подобном приюте должно обходиться бюджету города Якутска в 240 тысяч рублей в год. 240 тысяч рублей в год за одно собачье место. Или 20 тысяч рублей в месяц на пса. Слушайте, друзья, ну вот поэтому и нет приюта. Это безумные цифры. Теперь третье. Про систему ОСВ. Отлов, стерилизация, возврат. Такая система действует во многих странах и показала неплохие результаты по регулированию численности бродячих стай. Но специалисты говорят, что для того, чтобы она эффективно заработала с самого начала, необходимо единовременно простерилизовать до 75% сук в популяции. Что это означает для Якутска? Это означает, что нам надо произвести массовый отлов животных в весенне-летний период. Почему именно весенне-летний? Потому что в это время можно организовать временный пункт содержания животных, отловленных под открытым небом. Простые столбы, сетка рабица, огороженный земельный участок. В зимний период это уже не получится, животные просто массово перемрут и нас обвинят в жестоком отношении. Четвертый момент – деньги. Где их брать? Закон Бурматова был принят без ФЭО, без финансово-экономического обоснования. По нему федеральный бюджет не несет никаких расходов, потому что никаких обязанностей на него дополнительных не возлагается. Все должны решать на местах. Республика деньги на собак выделяет, но очень мало. У города денег на собак почти нет. Что же делать? Ну, есть план А. Вернуться к тому, с чего мы начинали. Сесть и начать ныть, что Бурматов принял плохой закон. И ничего не делать. Или делать так, для отписки. Есть вариант Б. Искать, что можно сделать собственными силами. Например, можно учредить ООО со 100% долей собственности муниципалитета. Выделить этому ООО несколько земельных участков или имущественных объектов, в которых можно было бы открыть, например, магазины по продаже зоотоваров. Мэрия, как
учредитель данного ООО будет получать определенную прибыль от коммерческой деятельности. Эту прибыль можно направлять на пункт передержки или на приют. Кроме того, закупки кормов для животных и закупки лекарств позволяют обеспечить пункт передержки или приют расходниками по оптовым ценам без лишней нагрузки на бюджет. Может быть, предложенный вариант не самый лучший, но это вариант. И отличие мэрии 2.0, которую я предлагаю создать от просто мэрии, заключается в том, что нужно подходить к вопросам, к вызовам, к проблемам города с точки зрения проявления креатива, инициативы и желания разрешить ситуацию. Очень легко переложить ответственность на кого-то другого, на плохой закон, на плохой ултумен, на плохое правительство. Но будет гораздо лучше, если в муниципалитете появятся люди, настроенные на то, чтобы решать проблемы, а не объяснять, почему их нельзя решить. Я считаю, что собачий вопрос можно и нужно решить.